Дорогие телезрители, я вас приветствую. В эфире передача «Планета Next». Меня зовут Ахьяд Аласхаб. И сейчас мы находимся в кванториуме, и здесь проходит смена. А что такое смена? Смена – это место, в котором собираются дети с разных уголков республики и обучаются здесь чему-то новому. Именно на этой смене у нас идет подготовка к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников. Ну что ж, давайте посмотрим, как проходит обучение. Сейчас у нас проходит занятие по физике. И наша сегодняшняя тема – механическое движение. Очень важная тема, нужно слушать внимательно. Так, задоволенность. Определение скорости мы уже записали. Сейчас в нашем комплексе идет интенсивная смена, где дети в течение 2 недель занимаются выбранным профильным предметом. В данном случае у нас занятия по физике, у нас бывают лекционные занятия, практические, где они решают задачи, а также лабораторные работы. Прямо сейчас у них идет лекция, после мы приступим к решению задач, а также проведем лабораторные работы. А также хотелось бы отметить, что сейчас у нас идет такой олимпиадный сезон, все дети готовятся к олимпиадам, и я сам помню, как я участвовал, как я волновался, и, конечно же, сегодня важно, чтобы дети получали образование в такой легкой и интересной форме, чтобы им было легче все это запоминать и учить. Я узнал в этот один день, я пришел в ИКТ-кабинет своей школы, там мы занимались рэшем, и ко мне подошла учительница информатики. Она сказала мне выбрать любой предмет, я выбрал физику, она рассказала про то, что мы поедем сюда в город, то есть проведем здесь 2 недели. Вот так я и узнал об этом. Потом нас провезли сюда на тестирование по физике, я прошел и теперь я здесь. Сами из села Шалажи. Условия хорошие, мне здесь нравится. Еду дают хорошую, питание отличное, могу так сказать. Также проживание тоже хорошее. Все нормально. Мне очень нравится квантовое изучение физики. Я очень люблю это изучение, потому что мне очень интересно узнать больше про молекулы, атомы. И также я знаю состояние из того, что атомы состоят из ядра, а также состоят из частиц, которые крутятся вокруг него, это электроны, а ядро состоит из протонов и нейтронов. То есть мне очень сильно интересна квантовая физика. На данный момент мы проходим механическое движение. То я хочу добиться более высших целей в жизни. Я хочу подняться на более высшие ступени, чтобы мне было легче далее идти. Хочу прийти к успешной жизни. Участниками смены стали школьники 7-8 классов, которые прошли школьный этап Всероссийской олимпиады. В Центре одаренных детей Ахмат ребята будут проходить обучение в такие направления, как физика, химия, информатика, лингвистика, а также биология. Ассаламу алейкум. Алейкум салам, Бислам. Бислам, вот насколько сама эта лабораторная химия помогает на олимпиаде? Лабораторная химия, она помогает в практической части в олимпиаде. Именно там и нужна эта лабораторная химия. Почему ты выбрал химию и нравится ли она тебе? Да, мне химия нравится. Мы здесь у нас здесь теоретическая работа и практическая. За все теории мы закрепляем практикой, то есть опытами лабораторной химии. Что ты думаешь про смену? Хотел бы ты еще раз сюда прийти? Иншаллах, еще буду приходить сюда. Смена, здесь питание хорошее, проживание и еще уроки. Все отлично. Хочешь ли ты дальше как-нибудь продвигаться в направлении химии, например, стать учителем химии или же каким-нибудь врачом? Химия, я хочу стать врачом. Именно из-за этого мне все интересно, вся эта химия, лабораторная химия, теорика. На данной смене участие принимают 5 обучающихся с разных школ нашей республики. Дети подготовлены, видно, что целенаправленно
подготовлены именно к участию в олимпиадам. 8 класс, первый год обучения. Восьмиклассники обычно принимают участие в школьном этапе и в муниципальном этапе. Видно, что базовый уровень есть. Ну и мы закрепляем углубленное изучение практической части, готовим именно к школьному и муниципальному этапу. Видно, что они замотивированы. Думаю, что данное направление, если бы не было бы интересно, они бы не проходили отбор и не принимали бы участие в данной смене. Раз уж мы находимся в лаборатории, будет неправильно не сделать какой-нибудь эксперимент. И с этим нам поможет Румиса Рамзановна. Она педагог по химии. Мы сейчас проведем опыты закрепления нашей теоретической части термохимической реакции. Сам, пожалуйста. Возьмем сульфат меди. Двухвалентного. Добавим. Небольшое количество сульфат меди двухвалентного. И добавим немножко гидроксид натрия. Большое количество. Какая реакция протекает? Что произошло? Реакция обмена. Два сложных вещества обменялись своими составными частями. В результате мы получили В результате мы получили два сложных вещества и пошли выпал осадок. выпал осадок. То есть получили гидроксид меди двухвалентного. Так, хорошо. Значит, обмен мы с вами закрепили. Давай мы проведем следующий тип реакции. Ты мне в этом поможешь. Смотрим, какая кислота используется и какие вещества. Хлороводородий. Магний. Простое. Так. Берем. Какой пробирку берем? Возьмем с собой какое вещество? Простое вещество. Как называется? Магний. Магния. Небольшое количество магния. Берем. Добавим что? Добавим сложное вещество, кислоту хлороводорода. Соляную кислоту добавляем и смотрим, что происходит в пробирке. Так, достаточно. Пипетку обратно поднимем. Так, что с чем реагирует? Простое вещество со сложным. В результате образуется что? Газ. Выделяется газ, новое сложное и новое простое. Простое со сложным, новое простое, новое сложное. Новое простое, новое сложное. Замещение. Мы получили новое простое и новое сложное. Реакция с замещением. Ну, также можно назвать окислительно-восстановительной реакцией, потому что происходит изменение степени окисления. Поставим. Все, спасибо. Берем следующий тип реакции и проводим следующий опыт. Вот тебе вещества. Держи пробирку, держатель, пипетка. Добавляешь сульфат меди двухвалентного. Небольшое количество. Добавляешь соль, йодид калия. Небольшое количество. Все достаточно. Пипетку обратно. Значит, тут произошло что? Два сложных вещества. Реакция сложных веществ. Происходит обмен, образуются новые вещества. Но тут происходит еще реакция окислительно-восстановительного характера, ОРС. У нас очень строгий режим. Утро наше начинается в 7:30, после чего мы сразу идем завтракать. А после этого у нас идут занятия. Я, например, хожу на физику, а сейчас после занятий у нас второй завтрак. Извините, дорогие телезрители, но мне нужно подкрепиться. На завтрак опаздывать нельзя, поэтому я всегда прихожу первый. Смена проходит 2 недели.
И, естественно, нам нужно где-то жить. И живем мы в кампусе. И у нас здесь самые лучшие условия. Например, у нас есть комната вечернего отдыха. Это большая комната, где много диванчиков, а также большой телевизор. И мы можем прийти вечером и посмотреть вместе фильм. Это моя комната. Хотелось бы мне так сказать, однако со мной еще живут Беслан и Рамзан. Здесь 3 койки, а также есть шкаф. Говоря простыми словами, все для комфортного проживания. Однако я для себя выбрал крайнюю койку. И в этом есть свои плюсы. Я рядом с батареей, как-никак холодно, а также есть окно. С какими целями ты пришла на эту смену? Я пришла на эту смену, во-первых, чтобы показать то, что у меня есть знания, а во-вторых, еще их укрепить. Какое направление ты выбрала? Я выбрала направление математика и сейчас занимаюсь именно по нему. Почему ты выбрала именно направление по математике? Вообще математика – это такая наука очень сама по себе интересная. На первый взгляд может быть сложно, может быть непонятно, но если в нее углубиться, бывает очень даже развивается наше логическое мышление, поэтому мне это как-то ближе к душе. Что ты думаешь про саму смену и занятия? Смена прикольная, ребята хорошие, педагоги тоже. Занятия проходят в форме необычных уроков, то есть более веселые, поэтому мне нравится, мне интересно. Расскажи, как тебе учитель, как он преподает? У нас по математике есть 2 педагога, и они меняются по ходу занятий. Первый педагог очень милый, добрый, вторая немножко строгая, но тоже очень приятная, и они очень обе доходчиво объясняют все темы. Хочешь ли ты в будущем связать свою жизнь, например, с преподавательской деятельностью? С преподавательской деятельностью. Возможно, я попытаюсь попробовать все направления, как математика, так и остальные предметы, но пока что я стараюсь больше искать себя, нежели ставить четкий какой-то цель. Помимо учебной и олимпиадной подготовки, для ребят также предусмотрена разная внеурочная деятельность. Для них будут проводиться разные мастер-классы, интеллектуальные игры, а также разные тренинги. Так, к нам приехали дети готовиться к муниципальному и региональному этапам олимпиад. Наши педагоги занимаются этим активно. Я по своей возможности присутствую на занятиях по направлениям, таким как биология, информатика, математика и так далее. Дети очень активные, приехали с разных районов республики. Дети разноуровневые, то есть творческие, интеллектуально развитые. С ребятами проводятся в конце учебного дня внеурочные занятия, на которых у них проходит релаксация, рефлексия. Для нас очень важно их эмоциональное состояние, психологическое, и поэтому мы постоянно находимся с ними в контакте, сопровождаем, интересуемся и работаем в тандеме с педагогами. Стоит отметить самое главное. Это то, что обучение, проживание, а также питание всех ребят в Центре одаренных детей Ахмат бесплатное. Дорогие телезрители, вот такая интересная жизнь проходит в кванториуме. Разные смены, мероприятия. А у меня на этом все. Смотрите передачу «Планета Next» каждую неделю на телеканале «Война». Ади Кёльш.